в первую очередь обратиться к украинцам. Завтра в Харькове, завтра в Харькове 12 часов 19 апреля 2019 года будет суд в Харькове над Илаевым Амхадом, которого собираются отдать России по требованию России. СБУ Украины задерживает диверсантов, террористов, которые пытаются и убивают украинских граждан Украины. Задерживает незаконно моряков, захватывает в плен, делает разные другие преступления, идет война, как вы знаете. И при всем при этом Украина пытается выдать чеченского беженца России на пытки и смерть. В частности, вот у меня есть документ, я сейчас зачитаю документ. Белоусенко есть такой, начальник отдела международного сотрудничества прокуратуры области, старший советник юстиции М. Белоусенко. Так вот, этот Белоусенко просит применить гражданину Российской Федерации Илаеву Амхаду Датхоевичу, 86 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей, экстрадиционный арест сроком 12 месяцев до решения Генеральной прокуратуры Украины вопроса о выдаче и фактической передаче компетентным органам Российской Федерации. В течение экстрадиционного ареста содержать Илаева Амхада Датхоевича в государственном учреждении Харьковский следственный изолятор. Так вот, Илаеву сейчас грозит 12 месяцев, то есть год, и будут ждать решения Генеральной прокуратуры. Я не понимаю, за что, если этот человек не совершил преступление на территории Украины против граждан Украины по надуманным обвинениям, которые Россия высасывает из пальца, обвиняет людей в преступлениях, которых они не совершают, массово сажает, убивает, пытает. Вот смотрите, что пишет Генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура России. Запрос такой. Я просто тут выдержку зачитаю, все читать не буду. Некий заместитель генерального прокурора Российской Федерации Н.А. Винниченков пишет. Смотрите. Генеральная прокуратура Российской Федерации гарантирует, что запрос о выдаче не имеет цели преследования лица по политическим мотивам. Как адвокат в уголовных делах, я ответственно заявляю, это ложь. Я ответственно заявляю, ложь. Россия всегда практически всех чеченцев требует из-за их политического преследования, так как оккупировали нашу страну и требует, чтобы мы подчинились этой оккупации. Так, но не имеет цели преследования лица по политическим мотивам в связи с расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами. Илаев Амхад в Российской Федерации, Илаеву Амхаду в Российской Федерации будут предоставлены все возможности для защиты, в том числе помощь адвоката. И он не будет подвергаться пыткам. Ложь. Еще одна, вторая ложь. Жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинством видом обращения. Ложь. Третье. Или наказание. Четвертое. Незаконно, необоснованно. Чеченцы подвергаются статьям и их осуждают. 4 лжи уже есть у товарища Винниченкова. В соответствии с статьей 3.6 Конвенции о защите прав человека и так далее. Смертная казнь назначается и так далее. Вот я бы хотел попросить украинцев призвать власти Украины, призвать власти Харьковской области, правоохранительные органы Харьковской области, вмешаться в это дело. Вы
против вас идет война, и вы при всем при этом выдаете людей. У этого человека в первой войне погибло 2 брата, один родной, один двоюродный, если я не ошибаюсь, которые принимали участие против оккупантов. Во второй войне 3 его брата были похищены, один пошел на сотрудничество и состоял в нефтеполку, так называемом, были похищены, вызван с места несения службы. Это делалось для того, чтобы сохранить свою жизнь, когда если у тебя кто-то из родственников оказывается погиб, ты попадаешь в черные списки, да, и для того, чтобы сохранить жизнь себе и своим братьям, родственникам, люди часто шли на службу, что запрещено, прямо запрещено Международной конвенцией. Так вот, эти его 3 брата были похищены, один вызван, 2 других забраны из дома, убиты, я об этом делал ролик отдельно, у меня на канале он имеется, и убили. Все, после этого остальные тоже должны быть уничтожены, так как они понимают, что брат будет об этом говорить, будет призывать об этом, и в случае возможности потребует восстановления справедливости, будет настаивать на том, чтобы была восстановлена справедливость. Поэтому я призываю всех украинцев, всех людей доброй воли, которые могут как-либо написать в прокуратуру, Харьковскую прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, провести акцию какую-нибудь, собраться перед Харьковской прокуратурой, где будет содержаться еще 12 месяцев, и чтобы и в любой момент его выдадут. Подождут, пока спадет волна, и как Тимура Тумгоева его выдадут. Нет, Евгений Жолин, он не доброволец. По моим данным, он не доброволец. Я не знаю больше. Я знаю только то, что человек просто приехал и пытался спрятаться, спасти свою жизнь на территории Украины. На территории Украины он не совершал никаких противоправных действий. Все.